Все, мы в эфире. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу трансляцию. Первым выступающим буду я, Борис Дианов. Расскажу о технических требованиях, которые мы рекомендуем использовать для приобретения сканеров. Так, секундочку. Значит, вы знаете, что не каждый сканер хорошо подходит для того, чтобы сканировать издания книжные. Некоторые годятся для этого лучше, некоторые хуже, и мы как раз разработали инструкцию, в которой сказано, какие сканеры лучше подходят для каких назначений. Так, сейчас секундочку, я открою документ. Ваня, где мы открываем документ? Итак, документ, который мы вам вышлем позже, рекомендуемые технические требования к сканерам для оцифровки изданий НМРК. Здесь показаны основные технические требования, которые мы предоставляем к этим сканерам. Первое – это тип матрица, тип датчика сканера. Обычно на МФУшках или тонких сканерах используется матрица ЦИС. Она не очень хороша, она достаточно мутное изображение дает, если не прижимать лист к сканеру, поэтому мы рекомендуем использовать матрицу CCD. Значит, также бывают матрицы с HD-камерой. По сути, это фотоаппарат, который как бы сканирует книгу. Это тоже не всегда хорошо, потому что зачастую у них нету возможности сохранить в TIFF-файле. Значит, дальше. Тип использования сканера. Планшетный или планетарный. Если планшетный сканер, это тот, который, собственно, мы с вами привыкли видеть. То есть вот такой вот, который открывается, закрывается. А планетарный сканер имеет вот такой вид. То есть, как бы сверху находится вот эта камера. Она бывает профессиональное исполнение, то есть позволяет сохранять в нужном нам формате. Бывает непрофессионального исполнения, то есть сохраняется обычно в JPEG формат или PDF формат. Значит, следующий момент. Разрешение сканера. Еще раз вернемся к виду сканера. Мы не рекомендуем приобретать протяжные или ручные сканеры. Эти сканеры могут испортить издание, и более того, протяжной сканер, например, не позволяет сканировать книгу. Следующий момент – это разрешение сканера. Разрешение сканера должно быть не менее 300 dpi. Это оптимальное разрешение, чтобы передать детали, которые понадобятся будущим исследователям, например. Также хорошо, если сканер будет уметь сканировать в 600 dpi. Зачастую более 600 dpi это уже нецелесообразное изображение. Значит, также в этой инструкции есть пояснение, что такое количество dpi и зачем они нужны. С этим вопросом можете также к вашим программистам или техникам подойти, я думаю, вам разъяснят. Дальше, формат размера бумаги. Как правило, не менее формата А4, потому что как раз в этом формате находится, в пределах этого формата находится большинство изданий, которые нам приходится сканировать. Какие-то меньше, но это ничего страшного. Дальше. Очень важно, чтобы сканер умел сохранять в формате TIFF. Этот формат позволяет сохранять изображение без искажений программных, скажем так. Следующий момент – это глубина цветности получаемого изображения. Это 24 или 32 бита.
В любом случае, уважаемые коллеги, если вы захотите выбрать какой-то сканер, лучше нам напишите, проконсультируйтесь с нами, и тогда Меня не слышно? Совсем? Прям сначала? А? Ой, господи. Ну что, давайте по второму разу, коллеги. Говорят, не было слышно меня, микрофон не работал. Итак, я расскажу об актах передачи документов в НЭП. Расскажу, как составляется этот акт. Работает? Да. Как составляется акт, чем можно воспользоваться при составлении вами этого акта и на что необходимо обратить внимание. Напомню, что акты мы с вами подписываем после того, когда ваши издания включаются в НЭП. Почему не сразу, когда вы нам их присылаете? Потому что не всегда, вернее, не все издания, которые вами присылаются, мы включаем в НЭП. Они могут не подходить просто по наполнению для НЭП. И второе, они могут не соответствовать техническим характеристикам для того, чтобы мы их включили в НЭП. А по какой-то причине пересканировать вы не можете. Например, вам не позволяет сканер это сделать. Так вот, для того, чтобы правильно и чтобы и вам, и нам было удобно, у нас есть файл, который называется «Полученное извне». Это Google форма. Ссылку мы вам уже на нее давали. Ну и сейчас пришлем еще раз, чтобы вы могли посмотреть эту форму. Ваня, переключи меня, пожалуйста. Итак, что это за форма? Я вот сейчас на одном ЦОДе покажу, как это работает и на что нужно обратить внимание. Итак, это форма, в которой внесены все те издания, которые вами присланы и нами размещены в НЭП. Смотрите, значит, здесь все в принципе понятно и все ясно. Первое, это первый столбец. Я пробегусь по столбцам, чтобы вопросы какие-то, может быть, снять. Потом тонкости расскажу. Значит, первое – это сквозная нумерация. Второе – стоит номер по спискам. Вот это как раз те акты здесь отражены, которые вами были нам присланы и подписаны. Ну вот, например, смотрите, номер 1 и дата акта. То есть вот первый блок были присланы документы по акту от 2016 года и сквозная нумерация в акте. Также, например, здесь есть акт от 2017 года. И конкретно здесь мы, смотрите, прописано готовить акт. Это значит, что вот
на эти издания у нас акта пока нет. Вам его нужно приготовить и выслать нам. Что нужно помнить? Что важно нам очень от вас, какую информацию получить? Это доступ. Доступ, я напомню, у нас бывает двух видов: удаленный и сетевой. Что значит удаленный? Я думаю, что, в общем-то, наверное, многие знают, или все, наверное, знают, но я на всякий случай напомню, чтобы не было никаких разночтений в этих терминах. Итак, удаленный – это в небе доступ, который отражается желтым цветом, желтенький кружочек. Какие издания мы размещаем под этим доступом? Это ваши издания, которые ваша библиотека или ваши филиалы готовили, так называемые служебные произведения, на них не нужен договор лицензионный, и поэтому мы без договора можем их разместить в желтом доступе. Желтый доступ, еще раз, это доступ, в котором это доступ к произведениям, которые получает человек после регистрации на сайте. И также в желтом доступе, то есть в удаленном, мы размещаем все издания, на которые есть договор с автором. Ранее у нас в договоре с автором не прописывались произведения. В последних версиях лицензионных договоров эти произведения прописываются. Тоже обратите внимание, если вы до сих пор подписываете договоры с авторами без произведений, то, в общем-то, нужно поменять форму. Обратите внимание на столбцы, вот я сейчас их вот так вот выделю, это, да, вот два столбца. Первый столбец, вот этот G, это уровень доступа по акту. Столбец К – это уровень доступа в НЭП. Так вот, в НЭП – это то, что под каким доступом мы его уже, это издание разместили. А в предыдущем столбце это то, что на наш взгляд может быть. Да? Например, ряд изданий, вот прописано, смотрите, так, сейчас еще минуточку. Столбец М – это наличие или отсутствие договора. Если стоит прочерк, то договора не надо, это ваши служебные произведения. Если есть договор, где-то написано договора нет, значит сетевой доступ, а где-то прописан наш внутренний номер и какая-то дополнительная информация. Вот, например, сейчас я покажу, вот, например, издание Сиротина, договор есть, но это старый договор, в нем нет списка. Априори мы подразумеваем, что, в общем-то, если нам автор дал право на размещение документов, то издание его в НЭП, то чаще всего проблем не будет. Вот, и мы прописываем, что должен быть удаленный. Еще бывают ситуации, когда у нас, сейчас я, подождите, вспомню, где это было, когда мы, например, не знаем, вот договора нет. Что значит нет еще договора? Договора нет, если этого договора нет у нас. Но вполне возможно, этот договор у вас есть. Тогда в этом ситуации мы ставим в вашем доступе знак вопроса. То есть мы его разместили под сетевым доступом, но под каким он должен быть, мы не понимаем. Поэтому будет все зависеть от того, какой вы доступ поставите в акте. Если в акте поставите сетевой, то значит договора так и нет. Если вы поставите удаленный, то сразу автоматом вы нам присылаете копию договора с этим автором, чтобы мы у себя на сайте поменяли доступ, и читатели видели его уже в более удобном для них варианте. Итак, значит, акты вы готовите и присылаете к нам, подписанные с вашей стороны. Информацию можно взять из файла, полученного извне. Если вопросы есть, то, конечно, вы нам их задаете. Вот мы отвечаем. Напоминаю, что, конечно, нам интереснее, чтобы договоры с авторами были, и, соответственно, читатели имели удаленный доступ. Так удобней. В последнее время мы
мы конкретно, наверное, и вы тоже, я предполагаю, начали заключать договоры с авторами, когда и они нам уже предоставляют свои издательские версии. Нам не надо цифровать, издание в хорошем формате, и мы уже сразу получаем хорошую версию этого издания. Так что заключайте договоры с авторами. Это хорошо и удобно для всех. Так, ну вот, наверное, у меня все, коллеги. Значит, мы ждем от вас до конца месяца акты и списки с изданиями, которые вы разместили, которые вы нам передали в НЭП. Еще раз повторяю, это вы сможете увидеть в этом файле, в своей вкладочке. Там прописана информация «Готовить акт». Если вопросы есть, пишем, звоним, мы всегда на связи. Сейчас у меня все, и сейчас мы еще вам покажем одно видео. Коллеги, мы разобрали часто встречающиеся ошибки при оцифровке и графической обработке изданий, и Борис Дианов сделал видео, которое мы сейчас вам покажем. Нет. Здравствуйте. Здравствуйте, сейчас мы рассмотрим основные правила сканирования, следуя которым можно будет избежать большого количества ошибок. Сканировать можно в различных программах, однако эти правила, которые мы будем рассматривать, затрагивают ошибки, которые не зависят от программы или от сканера. Первое, что мы должны помнить, это то, что изображение оригинала страницы должно быть максимально похоже с цифровой копией. Например, здесь мы видим, что несмотря на то, что страницы желтоватые в оригинале, в скан-копии они полностью белые. И это ошибка. Следует понимать, что практически не бывает чисто белых страниц. Это говорит о том, что если страница имеет желтоватый оттенок в оригинале, то и в скан-копии изображение должно иметь такой же оттенок. Для этого должны быть правильно выставлены настройки сканера. Второе. На сканируемом изображении не должно быть посторонних предметов, мусора или ярко выраженного испачканного стекла сканера. Иногда мы встречаем, что на скане есть лишние бумажки, волосы и даже насекомые. Если в странице книги приклеилось что-то постороннее, это также нужно убрать. Поэтому не забывайте периодически протирать стекло сканера. Делать это можно мягкой тканевой тряпочкой из замши или байки. Можно использовать жидкость или салфетки для протирки ЖК-мониторов. Третье. Очень часто нам присылают изображения с неплотно прижатыми страницами к стеклу сканера. Особенно это бросается в глаза, когда в сканере используется матрица CIS. Обычно она устанавливается на тонких сканерах и МФУ. Поэтому очень важно прижимать страницы плотно и равномерно к сканеру. К примеру, если прижать сильно, но только в одном месте, бумага может вздыбиться и в каких-то местах будет отходить от стекла. При возможности этой ошибки можно избежать, если расшить книгу. Отсюда можно сделать вывод. Если вы сканируете разворот книги, то обязательно плотно прижимайте корешок книги к стеклу, так как именно там образуется нечеткое изображение. Четвертое. Бывает, что во время сканирования дергается рука или случайно смещается сканируемая книга. Тогда на скане появляется смещение изображения. Такие страницы нужно пересканировать. Пятая ошибка, на которую стоит обратить внимание, это отсутствие запаса полей от края изображения до края страницы. Это расстояние должно равняться от 5 до 50 мм. Еще один момент.
Если на странице книги присутствуют загибы страницы, их нужно расправлять. Типичная ошибка, когда на фоне сканируемого издания находится другая книга или распечатка. При сканировании допускается только однородный фон, черный или белый. Следующая ошибка вытекает из предыдущей. Например, если у издания оторван уголок страницы, то его нельзя сканировать так, чтобы был виден другой лист. В этом случае обязательно нужно подложить лист бумаги и только потом сканировать страницу. Этот же принцип действует, если нужно сканировать вкладыши и вложения. На этом все. Если возникнут какие-то вопросы, вы можете писать нам на электронную почту nbrcomi@bk.ru. А сейчас, коллеги, я вам покажу, где вы можете увидеть это видео. Оно выложено на нашем сайте, вкладка «Сайт коллеги». Можно зайти в методические материалы Центром общественного доступа. И вот оно здесь, со всеми другими видео, которые у нас есть, оно здесь выложено. Так что при необходимости можете посмотреть еще, либо показать своим коллегам, которые занимаются сканированием. Да, я передаю слово Наталье Иванкиной. Готово? Добрый день. Добрый день. У меня тема использования фонда периодики в НЭП Республики Коми. Сначала я хотела напомнить вам о содержании наполнении коллекции собраний краеведческих периодических изданий. Давайте мы сейчас с вами зайдем на сайт Национальной библиотеки Республики Коми в разделе «Ресурсы», рубрика «Периодические издания», находится список электронных копий газет и журналов, которые размещены на сайте Национальной электронной библиотеки. Грузит. Сейчас он загрузится. Напомню, что наше собрание краеведческих периодических изданий разделено на две подколлекции. Разделили мы их по историческому признаку изначально. Это СССР и Российская Федерация. Вот электронные копии. СССР и Российская Федерация. Газеты также подразделяются по признаку места издания. Это республиканские газеты, местные газеты городов и районов республики. Отдельно выделили газеты города Сыктывкара, корпоративные ведомственные газеты, газеты вузов, газеты политических партий и журналы. Напоминаю, что давайте мы перейдем на сайт НЭП. Доступ к электронным копиям печатных периодических изданий на сайте Национальной электронной библиотеки смешанный. Это красный, желтый, зеленый доступ. Все мы знаем, что зеленый доступ доступен всем пользователям интернета. Желтый – это авторизированный пользователь, то есть заходить под именем и паролем. И красный доступ доступен только в виртуальных читальных залах. Я думаю, что вы все это уже знаете, я просто напоминаю. И вот эти две подколлекции, смотрите, подколлекция Российская Федерация, она полностью красный доступ в учреждениях партнеров. А периодические издания советского периода, это у нас, значит, будет доступ зеленый и желтый. После того, как я вам напомнила о содержании коллекции собраний периодических изданий, давайте мы посмотрим, как мы можем, какая навигация есть у нас, какие возможности дают нам эти электронные копии. Давайте мы с вами зайдем в газету «Республика». Ссылки на сайте, они активные, вы можете переходить сразу на
выборка сделана на газету необходимую. Республика. Можно посмотреть по годам издания. Посмотрите, 2020 год у нас уже январь-февраль, по 12 файлов каждый год, полные годовые комплекты. Здесь не удивляйтесь, это еще содержится газета «Республика Воркута». Давайте мы с вами посмотрим 2019 год, например, январь. Как я уже говорила, красный доступ. Доступ только в помещении библиотек Республики Коми. Заходим под номером читательского билета. Пароль – это год нашего рождения. Входим. Достаточно один раз ввести логин-пароль, и у вас все файлы, потом будут рабочие сессии открываться, уже не надо вводить этот логин-пароль. Обратите внимание, как открывается. PDF-ка у нас идет, я всем показываю, напоминаю, с текстовым слоем. Этот текст можно копировать. Дальше у нас здесь есть закладки. Есть возможность распечатать документ. У всех, не удивляйтесь, на компьютерах будет выглядеть это по-разному. Кнопки управления все здесь они находятся. Можно передвигаться по закладкам. Можно вести поиск по тексту. Не вижу. Поиск по тексту. Find, найти, лупа, значок. Говорю, у всех выглядит по-разному вот это меню. Сейчас мы найдем. Слова набираем без окончания, это мы все помним. Окончание может быть любое, набираем корень слова. Почему-то здесь мы не смогли вам показать, но у всех по-разному. Можно распечатать. Обратите внимание, когда вы отправляете на печать, вы отправляете не весь документ, не весь файл, а отправляете выбранную страницу. Указывайте, какую страницу вы отправляете. Ctrl-F, если попробовать. Ну вот, поиск по тексту, Ctrl-F я нажала, набираем слово, допустим, библиотека. Как правило, так еще статьи о Национальной библиотеке Республики Коми. Проводим поиск по тексту, видите, он показывает нам вхождение. И таким образом мы двигаемся по тексту. Вот такие преимущества дают нам электронные копии газет. Теперь я хотела закрыть, чтобы я уже рассказать о том, как мы используем электронные копии газет, размещенные на сайте электронной библиотеки. Первое – это обзоры прессы. Обзоры прессы на сайт нашей электронной библиотеки НЭБа. Обзоры прессы у нас размещаются ежемесячно, один раз в месяц. НЭБ. Ну, я сейчас перейду на НЭБ. Размещаются раз в месяц на главной странице. Что интересно, когда мы разместили здесь обзор, мы отдельные новости дублируем, как новости размещаем в нашей группе ВКонтакте. Также вы тоже можете это делать, разместить новость в вашей группе интересную какую-нибудь о Республике Коми и сделать ссылку на НЭБ. Это очень интересно. Второе, как мы используем электронные копии газет, это при подготовке указателей о писателях Республики Коми. Это у нас есть журналы, где писатели Республики Коми опубликованы, это Арт и Войвы в Коджу. Вот очень удобно использовать, там глубина архива очень большая, за 20 лет уже, и можно использовать при выполнении библиографических указателей о писателях Коми. Дальше. Это мониторинг. К нам приходит каждый месяц специалист из управления Россельхозтехнадзора по Республике Коми и делает проекта. И вот, допустим, например, мы откроем, о чем писали газеты в 1927 году. О проекте к столетию республики. И видите, что совместно используются есть в электронном виде на сайте Национальной электронной библиотеки региона. Потом вы можете это прочитать, информацию зайти. Еще, как мы используем электронные копии газет. При росписи статей в электронном каталоге, я думаю, все это прекрасно уже знаете, в поле прописывается ссылка на электронные копии при росписи статей. И последнее, при индивидуальном обслуживании читателей. То есть, если вас спросили конкретную газету или журнал,
вы можете, если у вас есть этот список, то, что есть у нас в электронном виде, вы можете посмотреть, сразу же читателю предоставить доступ. Вы же не храните архивы этих газет и журналов. У вас доступ есть в электронной библиотеке. Здесь можно ввести также поиск по тексту, как я вам показала. И еще последнее, на что хотела обратить ваше внимание, мы посмотрели точки доступа по Республике Коми, и я обратила внимание, что у библиотеки Сысольской централизованной библиотечной системы у них подключено, у единственной в Республике Коми подключено 13 филиалов. Это поселки, села и деревни. Кстати, у них в этой электронной библиотеке газета представлена и периода Великой Отечественной войны, и более современного периода с 2013 года по современное время. Давайте посмотрим. Остальные, вот «Маяк Сысола» годы мы видим, и как раньше эта газета называлась, она несколько раз переименовалась, вот эти вот годы еще. А остальные районы, к сожалению, как представлены? Центральная библиотека и центральная детская библиотека. Как пожелание, хотелось бы, чтобы это было в библиотеках-филиалах. По вопросам подключения это нужно будет обращаться в отдел электронного обслуживания. Это все, что я хотела сказать. Самое главное, спасибо вам большое за внимание. И передаю слово Пантелеевой Вере Владимировне с ее докладом по МБА и ЭДД. Ну что, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень надеюсь, что сегодня у нас собрались у экранов как раз те ответственные сотрудники, которые выполняют у себя на местах функции по МБА и по ЭДД. Но надеюсь, что не только ответственным по МБА и ЭДД будет интересна та информация, которую я сегодня вам расскажу, но и всем сотрудникам библиотек будет интересно увидеть себя в том формате, как вы выглядите, вернее, выглядит ваша библиотека на фоне библиотек республики именно как раз по направлению деятельности МБА и ЭДД. Сейчас мы откроем табличку и уже будем работать непосредственно по таблице. Сделаем немножко масштаб побольше, чтобы вам было видно. Для того, чтобы очень сильно вас не грузить цифрами, я сделала диаграммы. Мы их посмотрим и разберем. Вот давайте сначала обратим внимание на таблицу. Первую. Это количество заказов по МБА и ЭДД от коллективных абонентов муниципальных образований городских округов. Здесь у нас как раз показатели за 2018 и за 2019 год. Мы их будем сравнивать. Вот обратите внимание, что у нас есть розовые столбцы. Это
услуги МБА, и белые это услуги ЭДД. В таблице вы увидите цифровые показатели. Ну, а мы давайте перейдем все-таки на диаграмму и посмотрим первый рисунок. Это как раз количество заказов по МБА от коллективных абонентов городских округов. Вот посмотрите, я хочу сказать, что вы вот уже видите по диаграмме, что в основном все наши показатели снизились. Как по таблице в цифровом варианте это видно, так и в диаграммах. Но немножко у нас показатель увеличил Сосногорск. Очень незначительно, но мы видим, что он есть. Дальше давайте посмотрим. Почти все библиотеки и все ЦБСки снизили свои показатели, да, и причем очень солидно. Что видно и из наших диаграмм. Несмотря на то, что у нас самый большой показатель у ЭЖВы, они тоже свои показатели снизили. Ну и здесь я еще хочу обратить внимание, что у нас здесь Сыктывкарская ЦБС выделена отдельно. Здесь у нас идет небольшое увеличение. Это как раз за счет библиотеки филиала номер 6, которая находится в городе Сыктывкаре в районе Строитель. Они в этом году, вернее в 2019 году к нам присоединились и очень активно начали пользоваться нашими услугами. Ну и, как я уже сказала, это Сосногорск. Теперь давайте перейдем на диаграмму 2 и рассмотрим количество заказов по ЭДД, тоже от коллективных абонентов городских округов. Здесь мы тоже, если мы посмотрим на общие показатели, да, вот по городским округам, тоже видим, что идет значительное уменьшение. Если в 2018 году было всего 181 заказ, то в этом году уже всего 95 заказов, то есть половину мы уменьшили показатели, да, по количеству заказов. И мы видим, что у всех библиотек идет снижение, но нам Сосногорск, это Нижнеодская библиотека, дает небольшое, совсем незначительное увеличение. У них было 7 заказов в 2019 году. И вы вот видите в конце внизу таблицы, да, что общее количество по МБА и по ЭДД в 2018 году было 378 заказов, а в 2019 году уже всего 270. Это по городским округам. Еще раз вам это напоминаю. Да? Следующую таблицу, к которой мы переходим и рассмотрим мы с вами, это уже тоже количество заказов по МБА и ЭДД, но от коллективных абонентов районных округов. Сразу можем посмотреть тоже на общее количество заказов по МБА и по ЭДД. Здесь мы увидим, что количество заказов 2018 года составило 1630, а в 2019 году уже 1244. То есть, опять же, количество заказов у нас по республике, которые поступают в нашу библиотеку, я имею в виду, оно уменьшилось. И уменьшилось почти на 400 единиц, да? Ну, давайте посмотрим уже по диаграмме, какие районы и как у нас себя показали. Сначала посмотрим количество заказов по МБА. Это опять же розовые наши столбцы 2018 и 2019 года, где вот вы видите свои количественные показатели, да, цифровые. И посмотрим по диаграмме более наглядную картинку. Да? Посмотрите, у нас идет у всех библиотек значительное снижение показателей, но из всего вот этого ряда наших ЦБСок очень сильно выбивается Усть-Куломская библиотека. Я хочу сказать, что в прошлом году, когда мы подводили итоги по услугам МБА и ЭДД, Усть-Кулом как-то очень близко к сердцу принял, что у них показатели пониже Кировской централизованной библиотечной системы. И вот я вижу, что они сделали все-таки выводы. И посмотрите, у них показатель очень сильно возрос по заказам
МБА, да, и у них было 76 заказов в прошлом году, в смысле в 2018 году, зато в 2019 году у них уже показатель этот вырос на 100 единиц и стал 176 заказов, да. Вот это вот радует, когда библиотеки делают все-таки вот такие адекватные выводы. Теперь давайте перейдем к показателям по количеству заказов по ЭДД, тоже районных округов. Вот это следующая диаграмма. Здесь вот давайте посмотрим. У нас тоже многие библиотеки свои показатели снизили, причем очень сильно снизили. Вот Карткирос и Прилузье, да, Карткирос в 2 раза почти, а Прилузье вообще почти в 3 раза снизила свои показатели. Это как-то нас не особо радует, да. Сыктывдин незначительно снизил, но давайте посмотрим, что все-таки у нас какие-то библиотеки свои показатели увеличили, да. Книжпогост незначительно, но увеличение идет. Кайгородок тоже незначительное увеличение, но оно есть. Усть-Цильма у нас тоже какие-то показатели свои по ЭДД увеличила, да, по количеству заказов. Ну, давайте обратим внимание вот на те столбцы, которые, посмотрите, красные это 2019 год, они уже, посмотрите, как выросли, да? Усть-Вымь в 2 раза увеличили свои показатели. Усть-Кулом очень хорошо тоже увеличили, почти в 3 раза свои показатели по количеству ЭДД увеличили. Ну и Сысола тоже почти в 3 раза увеличила свои показатели. Вот это радует. Если они снизили, скажем, по МБА, да, количество заказов, то у них увеличилось количество заказов по ЭДД. То есть общее количество заказов у них, я думаю, что не особо уменьшилось. Теперь давайте перейдем на следующую табличку. Она не касается, может быть, непосредственно наших районов, да, но для общего такого, для того, чтобы понять, что мы выполняем заказы не только от наших библиотек, от библиотек республики, да, но и от библиотек Российской Федерации. Вот эту табличку можно посмотреть. И опять же смотрим на показатели общие, да, и тоже видим, что снижение идет заказов по сравнению с 2018 годом. Если по МБА этот показатель не изменился, то по ЭДД мы видим, что количество заказов уменьшилось, несмотря на то, что количество библиотек, которые нам заказывают для своих читателей, да, увеличилось, но количество заказов больше не стало, а совсем даже наоборот. И вот то, что пониже в этой таблице мы видим, вот эти вот показатели показывают, как пользуются услугой МБА и ЭДД в нашей библиотеке, то есть читатели нашей библиотеки, которые непосредственно приходят к нам в библиотеку и делают свои заказы. Вот если в 2018 году количество заказов по МБА и ЭДД от пользователей нашей библиотеки было совершенно одинаковым по 29, да, то посмотрите, в 2019 году этот показатель перешел из МБА в ЭДД. По МБА у нас всего было 11 заказов от наших пользователей, а по ЭДД уже 79. Но это понятно, да, чем объясняется? Конечно же, во-первых, это сроками исполнения заказа МБА, он всегда, заказ этот дольше приходит, в течение 30 дней, а по ЭДД сроки гораздо меньше, до 3 рабочих дней, максимум бывает неделя, да. Ну и опять же, это почтовые расходы, с которыми связана услуга МБА, а по ЭДД наши читатели оплачивают только распечатку документов, которых они получают. Это понятно, да? Следующая у нас табличка. Вот если мы перед этим рассматривали количество заказов, то теперь мы с вами посмотрим количество книговыдачи. Вот первая таблица по книговыдаче, она нам как раз и покажет количество книговыдачи по заказам МБА, ЭДД, передвижным выставкам и тематическим подборкам, то есть общее количество книговыдачи, да, по отраслям науки. Вот вы видите, да, все, что у нас в белых столбиках,
Это у нас книговыдача. Здесь сверху у нас все отрасли науки, которые у нас представлены в библиотеке, и то, что мы выдаем. Все, что зелененьким выделено, это 2018 год. Вот мы видим, да? Все, что выделено красным, это 2019 год. Все, что у нас вот это вот синенькое, это то, что в том числе, да, например, в том числе краеведческие издания, количество отказов, количество заказов, поставленных в очередь, ну и то, что мы измеряем свои показатели по ЭДД. Это количество бумажных копий, количество отсканированных страниц и количество скачанных файлов. Ну вот давайте опять, чтобы вас сильно не грузить вот этими вот цифрами, да, мы сразу перейдем к диаграмме, которая более наглядно нам показывает нашу ситуацию. Ну, вот давайте посмотрим. Вот всего количество книговыдач. Синенький столбик – это 2018 год, красненький – это 2019. Вы видите, что снижение у нас почти в половину. Это книговыдача. В первую очередь, чем это объясняется, вот если вы посмотрите вот еще на этот столбик, на эти два столбика, то вы поймете, что это объясняется тем, что передвижные выставки в отделе МБА и ДД, они снизились, вернее, книговыдача по передвижным выставкам. С чем это связано? Это связано с тем, что с января 2019 года подготовка и выдача передвижных выставок из отделов структурных подразделений, то есть нашей библиотеки, да, уже была непосредственно напрямую введена так, что они выдавали сами в библиотеке вот эти передвижные выставки, и таким образом учет книговыдачи передвижных выставок у нас теперь ведется не в отделе МБА и ДД, а в тех структурных подразделениях, которые готовят и выдают вам эти выставки. А вот цифра, которая 1234 единицы книговыдачи, это осталось у нас с 2018 года, те выставки, которые были на руках, и мы их продлевали в течение какого-то времени в 2019 году. Вот такой показатель он у нас остался. Теперь давайте посмотрим на столбцы по МБА. Видим, что книговыдача по МБА, в принципе, она особо сильно у нас не уменьшилась, но все равно показатель, вы видите, да, уменьшается. И по ЭДД тоже незначительно, но книговыдача у нас уменьшилась. Но что меня вот в этом году порадовало, то, что у нас тематические подборки. Если в 2018 году в основном у нас пользовалась данной услугой это Сысольская библиотека, и по их заказам было подготовлено 17 названий тематических подборок, и что составило 250 единиц книговыдачи, то в 2019 году у нас уже этот показатель увеличился, и связано это с тем, что данной услугой стала пользоваться еще и Сыктывдинская ЦБ. В результате у нас за 2019 год было подготовлено 27 тем подборок, ну и книговыдача увеличилась до 432 единиц. Далее, к следующей диаграмме мы переходим. И здесь мы можем что увидеть? Книговыдачу по отраслям знаний. Как и в прошлом, вернее, все время говорю в прошлом, но это вы понимаете, что это 2018 год, да? Как и в 2018 году, основной показатель нам дает художественная литература, да? Вот видите, если в 2018 году почти 7 тысяч было, но в связи с тем, что передвижных выставок стало у нас меньше, этот показатель немножко снизился, но все равно у нас в основном идет книговыдача общая по художественной литературе. Это не очень нас радует. Следующая таблица. Вот давайте мы теперь посмотрим ежемесячную книговыдачу по заказам МБА.
то есть только МБА. Цифровые показатели вот вы видите, но опять же, чтобы вас этим не грузить, этими цифрами, давайте посмотрим все-таки на диаграмму. А вот синенький график, который у нас тут получился, это 2018 год, красненький это 2019 год. Мы видим, что основной пик у нас идет, конечно же, в зимние месяцы, снижение идет в летние месяцы, ну а потом как-то вот стабильно, да, особо сильно здесь у нас показатели не изменились. Но и если посмотреть опять же по отраслям науки, обращаю внимание, что все-таки это книговыдача по МБА, то все равно мы видим, что основным у нас более актуальным, пользующимся спросом является раздел все-таки художественной литературы. Но хочу сказать, что в 2019 году немножко у нас увеличилась семерочка. Здесь в основном, конечно, 74-й раздел, то есть педагогика. Незначительно, естественно, науки у нас возросли, но и хочу сказать, что активным спросом у нас все-таки пользуется краеведческая литература. Следующая табличка – это ежемесячная книговыдача по заказам ЭДД. Тоже можете посмотреть синий график, это у нас 2018 год, красный график это 2019 год. Практически здесь кривая получается одинаковая, да? Картина сильно не меняется по месяцам и по годам, да? Опять же всплеск у нас это зимние месяцы, снижение это у нас летние месяцы. Но и почему у нас сентябрь тут на нуле, это и понятно. То, что у нас библиотека была закрыта, мы занимались переездом, и поэтому просто мы заказы не выполняли. Фонды у нас были все перевязаны, и доступа к ним не было. Теперь опять же посмотрим, давайте по отраслям науки. Какие же у нас все-таки больше заказывают? В основном это, конечно, по ЭДД. Здесь у нас идет уже отраслевая литература, в том числе это шестерочка нашей общественной науки, но я хочу сказать, что все-таки больше идет из 63-го раздела. Причем краеведческая литература. Очень много заказов у нас идет на статьи из газет, наших краеведческих газет, как республиканских, так и местных изданий. Небольшое увеличение дает нам естественные науки, сельское и лесное хозяйство, право, как я уже сказала, просвещение. Вот такие отрасли у нас наиболее спрашиваемые по ЭДД. Ну и вот теперь давайте еще обратим внимание, раз ЭДД, да, мы говорим, какое количество копий мы выдаем по заказам ЭДД и как они у нас меняются. Вот первые три столбца это 2018 год, вторые это 2019 год. Синенькие столбцы – это количество бумажных копий, то есть это то, что мы выдаем нашим непосредственно пользователям, которые приходят в нашу библиотеку и получают заказы из других библиотек. Мы это все распечатываем и только в распечатанном виде выдаем нашим пользователям. В прошлом, опять же, в 2018 году это было 174 страницы, в 2019 243, то есть увеличилось количество заказов у нас по ЭДД, как вы видели, да, поэтому и увеличилось, конечно же, количество распечатанных страниц. Следующий столбец – это сколько страниц отсканировано из фонда нашей библиотеки. В 2018 году и 2019 году этот показатель не намного изменился, всего на 400 единиц, но это небольшая разница, да, вы видите. Ну и третий столбец зелененький, 92 и 129, это количество скачанных копий из электронных библиотек. Вы знаете, опять же, вот я на этом делаю акцент, что с августа месяца фонды нашей библиотеки были закрыты. Очень много документов было вне доступа, как и, впрочем, и сейчас у нас достаточно литературы находится еще в связанном состоянии.
Поэтому для того, чтобы удовлетворить заказы по ЭДД, приходилось обращаться к электронным библиотекам открытого доступа. Вот оттуда я скачивала по вашим заказам и отправляла вам. Вот такие показатели у нас получаются по ЭДД. Ну и еще одна таблица. Надеюсь, вернее, радую вас, что мы приближаемся к концу. Я думаю, что все-таки эти показатели очень трудно перевариваемые, но я думаю, что вы потом к ним еще сами обратитесь и сами еще для себя какие-то выводы сделаете. Но все-таки давайте посмотрим таблицу номер 7. Это книга выдачи ежемесячная по передвижным выставкам и тематическим подборкам. Цифры вы сами посмотрите, ну давайте посмотрим на диаграммы. Первое – это количество передвижных выставок. Если в 2018 году их было 368, то в 2019 – 56. Я уже объяснила, по какой причине. Количество тематических подборок у нас выросло за счет Сыктывдинской ЦБ. Книговыдача по передвижным выставкам, я уже тоже говорила, что она уменьшилась за счет того, что мы теперь не учитываем с января 2019 года эту книговыдачу. Ну а книговыдача по тематическим подборкам, она увеличилась, так как все-таки количество самих подборок увеличилось. Ну и давайте еще посмотрим ежемесячную книговыдачу по передвижным выставкам. Посмотрим, да? Не посмотрим. Сейчас посмотрим все-таки. Ну, теперь давайте сделаем выводы по итогам деятельности по Республике Коми по МБА и ЭДД. Общее количество заказов по МБА от коллективных абонентов городских округов за 2019 год уменьшилось на 11% по сравнению с 2018 годом. Незначительно увеличили свои показатели это Сосногорская и Сыктывкарская ЦБС. Следующее. Общее количество заказов по ЭДД, опять же от абонентов городских округов, уменьшилось на 48%. Незначительно увеличила свои показатели Сосногорская ЦБС. Третье. Общее количество заказов по МБА от абонентов районных округов уменьшилось на 35%. При этом значительно увеличила свои показатели Усть-Куломская ЦБС. У них увеличение на 132%. Четвертое. Общее количество заказов по ЭДД от абонентов районных округов увеличилось на 12% по сравнению с 2018 годом. Незначительно увеличили свои показатели Княжпогостская, Кайгородская и Усть-Цилимская ЦБС. А очень значительно увеличили показатели это Усть-Вымская на 50%, Сысольская на 66% и Усть-Куломская на 75%. Количество заказов по МБА от коллективных абонентов РФ не изменилось по сравнению с 2018 годом, а количество заказов по ЭДД уменьшилось на 40%. От пользователей НБРК по МБА уменьшилось на 18 единиц, что составило 54%, а количество заказов по ЭДД увеличилось на 63% по сравнению с 2018 годом. Следующее. По сравнению с 2018 годом общая книговыдача снизилась на 56%. Такое уменьшение книговыдачи объясняется тем, что, во-первых, подготовка и выдача передвижных выставок в муниципальной библиотеке с 2019 года полностью перешла в ведение структурных подразделений НБРК. То есть учет книговыдачи осуществляется в отделах библиотеки, а не в отделе МБА и ЭДД. Во-вторых, все-таки уменьшилось общее количество заказов по МБА и ЭДД, но, естественно, это и повлекло уменьшение книговыдачи. Восьмое. Общая книговыдача по МБА уменьшилась на 131 единицу, то есть на 5%. Ну и самым актуальным разделом была художественная литература.
А общая книговыдача по ЭДД уменьшилась на 9%. Ну и самым актуальным разделом был уже здесь общественные науки, причем в основном литература краеведческого характера. Следующее. По сравнению с 2018 годом количество отсканированных страниц уменьшилось на 400 единиц, так как снизилось и количество заказов в том числе, да. Следующее. Увеличилось количество скачанных копий на 37 единиц. Ну, это связано с тем, что библиотека была закрыта в связи с переездом и переходом на режим работы в условиях ремонта. Следующее. Увеличилось количество распечатанных копий. Количество отказов, вот я должна здесь обратить ваше внимание, потому что, когда мы рассматривали таблицы, я об этом не говорила, за 2019 год по сравнению с 2018 годом снизилось на 9 единиц. Причем заказы по МБА, они совершенно, вернее, количество отказов по МБА не изменилось. Их как было в 2018 95, так и в 2019 тоже было 95, а у нас снизилось только количество отказов по ЭДД. Общая книговыдача по передвижным выставкам уменьшилась, я уже не буду повторяться, все это понятно, да. Причины. Уменьшилась она на 83%, а по тематическим подборкам увеличилась на 40%. Ну вот какой все-таки вывод хотелось бы сделать по всем вот этим показателям? К сожалению, далеко не все библиотеки республики рассказывают о возможностях МБА и ЭДД, и, возможно, это связано со сменой кадров. Поэтому для библиотекарей, ответственных за направление деятельности МБА и ЭДД, разрабатывается программа по дистанционному обучению. Ну, о сроках и о программе обучения будет сделана дополнительная рассылка. Также мы решили, что необходимо поощрять библиотеки республики, сотрудники которых активно ведут работу по продвижению услуг МБА и ЭДД и увеличивают свои основные показатели по данному направлению. Ну и также непосредственно тех сотрудников, которые занимаются предоставлением услуг МБА и ЭДД. Ну, может быть, мы что-то еще придумаем для вас. Ну и в конце. Большая к вам, ко всем просьба отписаться в течение 3 дней, то есть до 26 марта, вот в формате, указанном в этой таблице. Название библиотеки, фамилия, имя, отчество, просмотрел, либо планирую просмотреть в записи. Всем большое спасибо, до свидания.